Варшт или Варжонзинат, в переводе «любовь». Тема довольно закрытая и табуированная, так как открытое проявление эмоций не приветствовалось в осетинском обществе. Адамасарт Варжонзинадылбашту. Пословица раскрывает значение любви в жизни осетинского общества. В буквальном переводе «жизнь людей неразрывно связана с любовью». Около 15 лет назад я рассмотрела в нашем осетинском фольклоре, составляя указатель волшебных сказок «Осетин», рассмотрела такие тексты, которые находятся на границе волшебной сказки и легенды и предания в жанровом отношении. А иногда эти тексты поются как песни. Это легенды и предания о Мзор-Темзоре и Куцик-Такуцике. В самом начале этого текста красавица башни произносит фразу, что вот наконец-то она готова выйти замуж, но выйдет замуж только за избранного. Этот избранный должен совершить подвиг, а подвиг заключается в том, что он должен угнать табун чудесных лошадей Авсургов у Данбеттера. Герой гибнет, а девушка, она гибнет вместе с ним. Она закалывает себя стальными ножницами на краю могилы героя, и их закапывают, как правило, вместе, хоронят вместе, а на месте их могилы вырастают два дерева, это уже по тексту я говорю, которые сплетаются и кронами, и корнями между собой. То есть песня о вечной любви. Вот это и есть понимание осетин, чувство любви, на мой взгляд. То есть народ, который смог создать такую легенду, народ, который смог настолько четко прорисовать фигуры героя, героини, сам подвиг, закончить трагически, но красиво, да, вот этот текст, он понимает это чувство в каком-то очень высоком смысле этого слова. Взгляд, жесты, движение головы и еле заметная улыбка. Все, чем можно было выразить свои чувства. Даже этот небольшой арсенал знаков позволял молодым людям вполне успешно общаться на невербальном уровне. Танец был наилучшим помощником в этом деле. Учитывая те суровые законы, те суровые нравы, что присущи были осетинскому народу, да и сейчас, наверное, то есть мужчина не должен касаться девушки вообще, это первое. Не должен косо посмотреть даже на нее. И даже свидания, даже вот какие-то такие моменты, они не были присущи нашему народу. И общение между молодыми людьми происходило в танце. В танце они общались друг с другом. Например, девушка с гордо поднятой головой, глаза вниз опущенные. И вот парень тоже смотрит четко на нее в глаза и смотрит, но и в то же время никакого абсолютно прикосновения не должно было быть между ними. То есть это каралось очень суровыми какими-то законами, вплоть до кровопролития это все доходило. И вот, наверное, этим надо гордиться, это надо помнить, это надо чувствовать, чтобы не утратилось это все. Понятно, что цивилизованное общество, но все равно надо это все сохранять, помнить об этом.
если парню нравится девушка, то парень договаривался с Чегре, который отвечал за весь процесс этого, так скажем, кашт. И он выводил девушку на танец в Чегре. Причем парень смотрит четко на нее, гордо, смотрит ей в глаза. Девушка, если отвечает ему взаимностью, она кидает на него взор. И улыбка небольшая. И это обозначалось, что да, у них какая-то взаимная симпатия между ними есть, и может в дальнейшем с этого что-то и получится. Во время праздников, ковда, свадьбы, молодежь настолько смущалась, что за стол не садилась. Им выносили на подносе еду. Они, не прекращая, танцевали, веселились и только на ходу могли попробовать угощение, а за стол никто не садился. Отступление от нормов шарма, нарушение законов многовекового адата и общепринятых установленных правил каралось очень жестко, вплоть до кода общественного бойкота. В вопросах морали не существовало классовых предпочтений. Князь отвечал перед законом так же, как и бедняк. Если кто-либо нарушал морально-нравственные нормы, все считали своим долгом пресечь дальнейшее распространение аморального поведения. И только при всеобщей поддержке происходило воспитание последующих поколений. Каждый знал и понимал, что его поведение не останется незамеченным, и ему придется отвечать за него. У осетинского народа любовь была сильна Авшарном. Как бы сильно двое не любили втайне друг друга, благодаря ему ничего недостойного между ними не могло случиться, так как они уважали окружающих, уважали своих старших и память своих предков. То, что именно героиня Злата Рашут, красавица Жулата, проговаривает условия подвига, значит, выступает инициатором совершения этого подвига, говорит о очень высокой роли женщины в традиционном осетинском обществе. То есть наши обряды, наши тексты традиционные, наши танцы, они настолько четко фиксируют роль женщины, роль мужчины, они гендерно сбалансированы, что нам остается только не разрушить все это, не уничтожить все это, потому что потом эту конструкцию воспроизвести будет очень сложно. Зачастую родители сами выбирали пару своим детям, а бывало такое, что младенец еще в колыбели, а его суженый или суженая уже определены старшими. Основными критериями выбора жениха или невесты были классовое положение двух семей, психофизические особенности фамилий, индивидуальные качества жениха и невесты, а уж потом их чувства друг к другу. Чаще они даже не знали друг друга и знакомились только в день свадьбы. Несмотря на это, разводы были крайней редкостью. В колыбели я еще была, и пришел к нам в гости друг моего деда Уалка Калаев. Он договорился с дедом о свадьбе, оставил залог, кинжал золотой и 100 монет. У меня, говорит, есть мальчик такого же возраста. Хочу ее видеть своей невесткой. Мы выросли, мой дед умер. Умерли и Уалка с женой. Поэтому и не соединились наши судьбы.
Edwin Vuhtomisson, Wonko ja Ustar. Ersävältä tokuvel kuttomma. Miesivustam. Конечно, когда мы говорим о традиционной остинской семье, видимо, вот такое понятие, как любовь, оно и не афишировалось особо. Оно, видимо, подразумевалось. Если люди соединили свои судьбы, значит, в основе этого союза лежит любовь, уважение друг к другу. И, конечно же, в традиционной остинской жизни семейной первое место занимает выполнение Ахдава Остинского. Вот такого негласного порядка, который должен реализовываться в любой остинской семье. За Алеша меня мой отец отдал против моей воли. В те времена традиции строго соблюдались. Отец решал будущее ребенка. Никто не смел спорить с ним, и я не посмела. Хорошая семья, достойные и порядочные люди, да и мы считались такими. Вот старшие и решили нас поженить. Но со временем я смирилась, пошли дети, и чувства ко второй половинке у меня изменились. Высокое чувство национального достоинства предполагало и осуждение поведения, порочащего не только самого человека, но этнос, который он представляет, что способствовало воспитанию ответственности перед родным народом за свое доброе имя, а перед другими народами за доброе имя своего народа. Будь таким, чтоб по тебе судили о твоем народе, будь достойным сыном, дочерью своего народа. Таким образом, установка на то, чтобы своим поведением не давать повода дурно думать о своем народе, закладывалась в основу народной педагогической системы. Ахурбек Магометов. Величественные горы, отчий дом, звучание родного языка, многовековые адаты – все любимо на родной земле. В Осетии в вопросах воспитания подрастающего поколения любовь к родине занимала центральное место. Сердце осетина бьется в такт Щимда, где бы он ни родился и не вырос. Во-первых, в некоторых текстах упоминается Татартуп, и весь осетинский народ знает, что Татартуп – это вот такое очень серьезное равнинное святилище. Во-вторых, говорится о том, зачастую, что вот осетинский народ находится на грани гибели, и эта красавица должна его спасти с помощью подвига героя. А на подвиг героя посылает она. И все как бы концентрируется в одном тексте. И любовь к родине, и любовь этих героев, и жертвенный подвиг, и приуроченность этого текста к святилищу, и вот эта концентрация высоких смыслов создает невероятную силу этого текста. Я уверена, что этот текст сказителями произносился в какие-то особенные случаи. И даже если он проговаривался или пропевался не в эти особенные случаи, все равно он очень сильно вдохновлял слушателей. Умение любить – это, несомненно, определенная высота личности. Эту высоту можно и нужно взять, но точно чего нельзя делать – это полагать, что дети сами ее смогут освоить. Ученые доказали, что именно мать учит этому ребенка. Являясь для него абсолютом, мать формирует на собственном примере большинство личностных качеств ребенка. Несомненно, мать любит своего ребенка больше всего на свете, но она при старших никогда бы себе не позволила обнять или поцеловать своего ребенка. Да, он мог сидеть у нее на коленях, она возилась с ним, но никогда бы она себе не позволила излишнее проявление эмоций при старших или посторонних. Если мать занята и не может покормить и унять своего ребенка, то предоставляется всем, кому угодно возиться с ним, покачать колыбель, подержать малютку на руках и прочее. Лишает этого права осетинский этикет только отца малютки. Только в самом интимном кругу, жены и детей, или с глазу на глаз позволительно отцу дать волю своим чувствам и понянчить детей.
Если осетины отца в прежние времена случайно заставали с ребенком на руках, то он не задумывался бросить малютку куда попало. Боязнь быть заподозренным в неумении скрывать свою любовь к детям доходила до того, что многие отцы не произносили никогда их имен. Костахи Тагуров. У нас достаточно жесткая традиция, строгая традиция, понимаете? И это и переносится на отношения родителей к детям. Это строгость вынужденная. Ребенка должны были воспитывать в строгости, чтобы он вырос достойным человеком, приученным к труду, приученным к ахдау. Ахдау – это тоже жесткая система выполнения определенных правил, демонстрирования определенного поведения. И для того, чтобы ребенок с детства впитал в себя и привык быть собранным, привык выполнять какие-то вещи уже чуть ли не на генетическом уровне, допустим, встает при старших, и так далее. Вы знаете прекрасно это все. Для этого нужно было с детства быть строгим с ребенком. И поэтому вырастали такие достойные, что называется, остины. В каком плане достойные? Остины, которые способны были потом всю жизнь вести именно осетинский образ жизни, который называется ахдау. Множество дорог проложено к счастью. Для кого-то это близкие, для кого-то единомышленники, для кого-то работа. Но все они сходятся в одном пункте – любовь. С ней все становится роднее. Близкие – семьей, единомышленники – друзьями, работа – любимой и так далее. Только так можно оставаться счастливым, несмотря ни на что. Только она дает силы жить дальше.